Нежнейший аромат блюда, шум ножей, вилок и таймера духовки. В колледже сервиса и быта сегодня настоящий кулинарный праздник. Повара школьных столовых со всей Ингушетии завершают курсы повышения квалификации большим практическим занятием. Сегодня в меню манная каша, гуляш, спагетти, рыба в кляре, картофель. На десерт запеканка и компот. Секрет правильного приготовления вкусного мяса кроется в его правильной разделке, рассказывает преподаватель курса своим подопечным. Обвалка мяса – это отделение мяса от костей. Да. Тщательно нужно отделить мясо. Вот этот процесс называется обвалка мяса. Теперь из мяса готовят и котлетную, и рубленую массу. Да. Котлетная масса от рубленой отличается тем, что в котлетную обязательно входит что? Хлеб замоченный, а в рубленую массу не добавляют. Питание школьников – это прежде всего здоровая сбалансированная пища, восполняющая дневную норму белков, жиров и углеводов. Чтобы соблюсти все пропорции правильно, повара используют технологическую карту приготовления пищи. К слову, именно работе с ней была уделена значительная часть теоретических занятий курса. Не прошло и часа, как на столе появились готовые блюда. Сервировка на высшем уровне, отмечает преподаватель. Теперь пришло время дегустации. Первая отведала привычные блюда, но по новой рецептуре. Повар из 4-й школы Карабулака Ася Дудургова. Например, в моей практике манную кашу не так делают. Это для меня новинка сейчас. Нам вот как куратор объяснил. На литр воды норму манной крупы сказала, секрет где-то мы новинку узнали. И сварили, по-моему, очень аппетитную кашу. А на вкус пробовали? Вкусно пробовали. Очень вкусно. Сейчас не дождусь вашего. А про гуляш нам расскажите, что нового в рецептуре узнали? Я узнала то, что я, например, любила всегда добавлять морковку. Но нам опять секрет, новинка, морковка не всегда и не основной ингредиент, да. И в школьном питании оно не обязательно. Сейчас без морковки, да? Без. Как вам на вкус понравилось? Очень. В общей сложности повышения квалификации прошли 60 школьных поваров со всей республики. Сегодня они разделились на 2 команды и накрывают 2 отдельных стола. В команде Хавы Аздоевой готовили рыбу с салатом. Все с четким соблюдением нормы клетчатки, белков, жиров и углеводов. Для меня стало полезно на этих курсах это правильный подсчет энергетической ценности продукта, итоговый исход. Сегодня у нас идет рыба. И так как рыба богата у нас белками, жирами, но очень мало углеводов, к нему на гарнир мы подали отварной картофель и салат свежий, нарезка салата, так как минеральные вещества, витамины с помощью этого усваиваются, это детьми лучше. У нас готовится, значит, творожная запеканка, это у нас идет как. Напомним, что необходимость прохождения курсов повышения профессиональных навыков у школьных поваров появилась в связи с новым законом о качестве и безопасности пищевых продуктов, или, как его называют в народе, законе о горячем питании, который вступил в силу 1 сентября этого года. Документ официально закрепил понятие «здоровое питание» и его принципы при организации детского питания. Подводя итоги курсов для поваров, куратор Мария Цунтольгова отметила, что все сотрудницы освоили новые стандарты на отлично. Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть туда входит составление меню, составление технологических карт, охрана труда и техника безопасности, и приготовление сложных мясных, рыбных блюд и так далее. Вот, как считаете, справились? Справились повара. Очень дисциплинированный коллектив оказался. Я даже не ожидала. Обучение завершено. Следующие на очереди отведать усовершенствованные блюда ингушские школьники. К слову, самые строгие критики, рассказывают повара. Но они надеются, что ребята по достоинству оценят новые навыки работников столовых. Амина Бокова, Адам Талаков, Новости 24.